Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Антон Павлович Чехов, великий русский писатель, говорил, что учитель должен быть артистом, художником, горячо влюбленным в свое дело. И действительно, одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается профессия учителя, педагога. Считается, что хороший наставник может найти подход к каждому ребенку, увлечь его своим предметом, научить уважать своих одноклассников. В дружном классе, где классный руководитель прислушивается к мнению учеников, учиться, конечно, намного комфортнее. И сегодня мы поговорим о работе современных педагогов с нашей гостьей, учителем начальных классов школы номер 31 города Якутска, участницей Всероссийского форума классных руководителей Евгенией Таманыровой. Добрый вечер, Евгения Анатольевна. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, сразу про вот этот форум классных руководителей. Что это такое? Я впервые слышу про такое мероприятие. Какие там вопросы обсуждались? Первый Всероссийский форум классных руководителей проходил в этом году 8-9 октября в Москве. С нашей республики приняло участие 7 учителей, которые прошли конкурсный отбор. На этот форум принимали заявки с июня по июль. И было подано более 21 тысячи заявок. И мы были очень приятно удивлены, что 7 человек с нашей республики поехали на форум. А всего делегатов сколько было? 21 тысяча заявок? И всего было выбрано 1000. Ну, то есть больше 20 человек на место, это прям как самый-самый хороший вуз. И я хотела бы отметить очень высокую организацию данного форума. Полностью транспортные расходы, проживание были за счет организаторов. Нас встретили волонтеры, которые помогали нам, получается, по секциям мы занимались, проходили панельные дискуссии, познакомились с учителями с разных регионов. То есть была очень насыщенная программа. На открытии нас приветствовал сам министр просвещения России, да. Вот. И отметил, что действительно важность классного руководителя сейчас приобретает наибольшее значение. А вот вопросы, которые классные руководители ставят, они, проблемы вот эти, они примерно одинаковые везде или чем-то отличается Якутия? Конечно же, боли классных руководителей в основном все одинаковые, поэтому как раз-таки и полезен был форум поделиться своими моментами и услышать решение. Но учитель начальных классов, он всегда классный руководитель, насколько я понимаю, да? Это вот невозможно быть приходящим педагогом, это если вот ты класс берешь, то ты у него и классный руководитель. И вот вопрос такой, который волнует всех детей, которые идут в первый класс, чьи дети идут в первый класс, да? Есть такое мнение, что начальную школу нужно выбирать именно по учителю, то есть идти на учителя. А вот уже в старших классах там уже смотреть на материальное какое-то техническое оснащение школы, да, какие-то кружки, углубленное значение предметов, а вот в младших классах именно на учителя. Это вот насколько это правильно? Ну, у нас, я бы сказала так, да, выбирать нужно по месту жительства. Потому что в каждой школе есть хорошие учителя, и согласно закону об образовании родители имеют право выбора учебной программы и языка обучения. Далее, подавая заявку, они, получается, отмечают и... Нет, но не секрет же, что некоторые родители, когда хотят, чтобы ребенок пошел вот именно в какую-то выбранную школу, они могут там его прописать у родственников специально, чтобы пойти. Ну, главными требованиями, получается, это прописка по месту жительства и возраст ребенка, да, от 6,5 лет. То есть это основные критерии. Хорошо. А вот насколько учителя начальных классов используют какие-то необычные подходы? То есть там, я не знаю, у меня у ребенка в классе учительница пела, чтобы привлекать внимание, например, да, вот. Так, ну, конечно же, с маленькими детьми приходится каждый раз что-то придумывать новое, потому что время у нас не стоит на месте, и каждый
новый выпуск уже приходит совсем другой. Мгм. И как раз сегодня я бы хотела поделиться своими карточками, которые принесла вот как раз таки со школы. У нас есть такие знаки. Так, и благодаря... Давайте покажем. Куда Вот так вот, показывать? вот так покажем, да. Благодаря Это этим что? знакам, да, ребятки учатся самодисциплине, Так, организации. вот это значит сидеть, да, первый Так, знак? это у нас знак «Работаем в паре». Да, потому что как только они приходят в школу, да, первоклассники, мы учим их организованно перемещаться в столовую, на уроки физкультуры. То есть это знак «находим себе пару и строимся». Ага, встаем в пару. Да, так. то есть как только я им показала, они уже знают. Они Так. уже строиться начинают. Понятно. Это знак у нас, да, прямая спинка, да, красивая осанка всегда. Ага. Ну, то есть вы примились, сели ровно, руки на парте, да? Да, да. Так, Так, понятно. Слушаем хорошо. учителя. Слушаем учителя. Да, следующее правило у нас: ответить хочешь, не шуми, а только руку подними. Да, ну это, конечно, самое главное. Это вот у нас знак «отвечаем хором». То есть можно кричать, кто быстрее, типа, Да, нет, или не что? кричать. Здесь наоборот у нас какие-то девизы, песни, да, то есть когда мы дружно все отвечаем. Вот, Какие-то да. считалки, Да, речевки там считалки, такое. речевки, да, да. Как раз у нас недавно было посвящение в первоклассники юнги, да, и мы как раз учили девиз «Дружба на Бригантине прежде всего, один за всех и все за одного». То есть И они так уже хором, знают. слаженно. Да, все дружно. Да, конечно же, это у нас самый главный знак, да, «я готов». То есть это у нас карточка имеет еще два значения, да, то есть я говорю, приступаем к работе, да, и они уже видят, да, что... Если перевернули, надо Да, писать, что уже пишут, многофункционально. да. Ага, Да, понятно. кто закончил, они уже ручки поднимают и показывают сигнал, я готов продолжить работу. Мгм. Так, и вот, конечно же, такой светофорчик тоже очень помогает нам в работе. Так, это смайлики у нас. Да, в виде смайликов. То есть в конце урока ребята сами себя оценивают, да, ставят зеленый смайлик, то есть у меня все получилось. Мгм. Если вот такой красненький, значит какие-то были трудности, и желтенький есть еще над чем работать. Мгм. Сами себя оценивают. Да, сами себя оценивают. Но они все себе зеленые, наверное, ставят, нет? Кстати, нет. То есть То есть они, да, и это, конечно же, сигнал для меня. Если я вижу у кого-то красный, да, желтый, то я, конечно же, всегда помогаю ребятам. Мгм. Здорово. А как вы считаете, все дети талантливые? То есть как вот разглядеть таланты детей в классе? Они же разные все. Какие-то активные дети, Какие? да, кого-то нужно там внимательно послушать. Мгм. Да, конечно же, темперамент у всех разный, но тем не менее я считаю, что все дети талантливые. И хотела бы сказать словами словами известного Сухомлинского, да, Василия, который сказал: в каждом ребенке есть невидимые струны, и если их тронуть умелой рукой, то они умело зазвучат. Мгм. Вот То есть так. каждому можно все-таки Да, дать конечно, возможность каждому раскрыться. можно найти подход. Мгм. Главное этого захотеть. Хорошо, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и если у вас есть какой-то вопрос, можно позвонить в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Скажите, а вот в педагогике считается дурным тоном выбирать любимчиков. Тем не менее, у каждого учителя все равно любимчики есть. Вот все равно же наверняка кто-то, ну, какой-то из малышей нравится раньше. Да? Вот как вы из такой ситуации выходите? Конечно же, в первую очередь я стараюсь в каждом ребенке увидеть личность, чтобы помочь ему раскрыться, найти себя, определить его дальнейший путь, то есть какие увлечения, чем он больше интересуется, и помочь ему в этом деле раскрыться. Мгм. И, конечно же, нету такого, да, что какой-то любимый. Есть вот каждый выпуск, у меня было 3 выпуска, и каждый выпуск особенный. Я с благодарностью вспоминаю всех своих детей, потому что не только мы детей учим, а во многом учимся сами у детей. Поэтому я горжусь своими учениками. А сколько у вас выпусков уже? Это 3 выпуска, сейчас у меня 4-й. Ничего себе. А скажите, вот, кстати, они с вами отношения поддерживают, приходят, вот бывает такое?
Да, бывает, мы с ними встречаемся на перемене, поэтому очень приятно, что они не забывают, всегда подходят, здороваются. Мгм. А вот как интересно, по вашему мнению, кто больше формирует ребенка, все-таки семья или школа, или от возраста это зависит? То есть на малышей семья больше влияет, а в подростковом возрасте уже сверстники. Мгм. Я отвечу так, да, что, скорее всего, конечно же, семья. Мгм. И есть очень хорошая цитата Гёте, да, что семья должна дать ребенку две вещи, да, это корни, уверенность и крылья. Мгм. То есть, чтобы ребенок, выходя из семьи, был уверенным, да, что и дома его всегда ждут, и уверенно шел дальше к достижению своих успехов. Мгм. Ну, даже взрослые люди по-разному воспринимают Мгм. свой школьный опыт, да. Мгм. Кто-то с ностальгией, кто-то с грустью, кто-то с Мгм. раздражением, Мгм. с ужасом вспоминает. Вот, а в ваши школьные годы Мгм. интересно, вот, что вам дали? И, ну, наверное, вам школа Мгм. нравилась, раз вы решили пойти учителем. Или, Да, или наоборот. у меня, конечно же, такая очень трогательная история, потому что моя мама является учителем, Макарова Наталья Дмитриевна. Она всю жизнь проработала учителем немецкого языка. И я сама училась в той же школе, где сейчас работаю, поэтому это тоже для меня большая честь. Причем моя мама была еще и моим классным руководителем. О, а вот это вот, кстати, как? Ну вот, так как я изучала английский язык, а мама немецкий, поэтому у нас таких вот из-за оценок никогда такого не было. Вот. Я Но очень... обычно вот дети, я не знаю, вот по Мгм. нашему опыту у нас тоже Мгм. там учились дети Мгм. учителей в Мгм. классе, и, ну, остальные ребята их Мгм. так, мягко говоря, недолюбливали, например. Но если честно, нет, у нас такого не было. Вот именно профессионализм вот мамы, несмотря на то, что ее дочка, получается, в классе, а, создала такую атмосферу, что у нас никогда такого не было. То есть все были, и до сих пор мы практически каждый год с одноклассниками встречаемся, поздравляем друг друга. Вот, поэтому я очень маме за это благодарна. Мама учитель учителей, у нее очень много званий, отличник образования. И еще один такой интересный факт. Моя дочка, ее внучка, тоже была у нее в классе. Вот получается, в 2020 году она выпустила еще и внучку, была у нее классным руководителем. Ну, то есть у вас практически династия, можно сказать. Ну, почти Ну, династия. почти, да. Почти что Вот, династия. поэтому вот хотелось бы сказать, что действительно главных, э, две самых главных роли, точнее, да, это мамы и классные мамы. Все, да. Все у вас мама тащила, Мгм. получается, соединила обе эти роли. Мгм. Но поскольку мама была вашим классовым руководителем, Мгм. теперь логично перейти к вопросу про классное руководство. Мгм. Вот в классах сейчас больше 30 детей, как Мгм. всегда, да, и там, ну, получается, вдвое больше родителей, Мгм. бабушки, дедушки, вот эти вот родительские Мгм. чаты бесконечные, там выяснение, Мгм. сколько надо чего сдавать, питание, там походы в кино, Мгм. еще что-то. Вот как это все успевать, как это совмещать? Мгм. У нас вот у учителей есть такой небольшой лайфхак. В начале года мы составляем циклограмму, в которую входит, получается, определенный перечень дел. То есть какие дела мы должны делать ежедневно, еженедельно, потом раз в месяц, раз в четверть и раз в год. Там даже есть раз в полгода, как по полугодиям. Поэтому это очень помогает именно при планировании, при работе с детьми. Ну, вот так. А насколько вот родительские комитеты помогают? Вот очень, конечно, сейчас вот из-за пандемии, да, родители только мы практически дистанционно с ними общаемся, поэтому, несмотря на это, родительский комитет активно принимает участие, помогает вот в решении каких-то организационных вопросов. Вот. И считаю, что очень важно взаимодействовать именно с семьей, чтобы школа, семья были направлены в одну сторону, да, на
успех ребенка. А вот бывают какие-то конфликты с родительским комитетом? Ну, типа вот учитель сказал одно, а родители возмущаются или там хотят что-нибудь другое. Ну вот, если возникают такие ситуации, ну, у меня такого не было. Вот, важно, конечно, научиться договариваться. Как мы и с детьми в классе говорим, давайте договариваться, да, также и с родителями. Важно. А вот такой вопрос. Лояльность к ребенку, чья мама в родительском комитете, она повышается со стороны классного руководителя? Нет, обычно нет. Нет, не Ага. повышается. Все, можно не вступать в родительский комитет. Вы заговорили про дистанционное обучение, да, и действительно за последний год вот все перешли мы на этот дистант. Вот качество все-таки, ну, не всегда хорошее. Вот я не знаю, как там у вас, насколько быстро это произошло. Некоторые учителя там в силу возраста, да, даже не могут, ну, не могли быстро освоить там какие-то платформы. Тем более, ну, вообще сесть дома, собраться с мыслями даже взрослому человеку непросто. Вот, и порой бывает, что ребенок там сидит, ну, не знаю, в пижаме на уроке подключается, да, видео не включает, сидит вот, там, в кровати, в пижаме, чипсами обложился. Вот, то есть как вообще качество такого обучения будет повышаться? Вот про свой опыт расскажите вот за этот год. Вот с введением, получается, карантина, да, мы начали внедрять наши дистанционные уроки. И очень огромную помощь нам, получается, дали маршрутные листы, которые мы сами же, получается, и разработали. В этих маршрутных листах содержатся... То есть обычный дистанционный урок – это не как обычный урок, да, то есть поэтому маршрутный лист, он как раз-таки помогает детям по алгоритму провести свою работу. То есть именно какая работа будет выполнена в тетради, допустим, по учебнику, какие платформы будут использованы. То есть все это указано в маршрутном листе. Дальше сроки, какой-то дополнительный материал, тесты, вот все это прикрепляется в этот. И у нас он более вот сейчас улучшился, да, вот с добавлением. А так, конечно же, вот первые, получается, разработки у нас появились, когда были дни карантина. Вот когда внедрился сетевой город и появилась возможность, да, электронно прикреплять домашние задания, там уже были вот первые шаги вот, да, к разработке. А какая система более удобна? То есть, ну вот вы там Zoom используете или там другие какие-то платформы? Так, ну, конечно же, сейчас есть разные, да, Discord, Zoom, то есть каждый учитель в зависимости от возраста детей вот, подбирает более комфортную ему площадку. Также для начальной школы есть Учи.ру, Яндекс, учебник, которые тоже дают возможность проводить онлайн-уроки. Ну вот вам какое больше нравится? Из этих, ну, мы онлайн проводим, конечно же, пока в Zoom. В городе также в тестовом режиме у нас проходит апробация Сферума. Да? Как раз, когда я была на форуме классных руководителей, презентовали данную площадку, что как аналог Zoom, да, российский. Что она специально разработана? Да, да, да. Вот. И с ребятами занимаемся, ну вот, на Учи.ру, на Яндекс. Ну вот как раз, наверное, у детей никаких проблем с этими платформами не возникает или возникают? Бывают иногда такие вот только технического характера, да? А так в основном дети, наоборот, быстрее нас все это осваивают, поэтому... А учитель — это человек, который дает знания, или все-таки больше друг и наставник? То есть нужно ли быть с детьми строгой или не надо? Здесь, конечно, важно найти баланс, да, и учитель, он же и наставник, он же и друг, он же и советчик. Если это классный руководитель, он же и классная мама, то есть первый человек в школе, к которому обращается ребенок, это учитель. Поэтому здесь важно быть примером.
Ну вы добрая учительница или злая? Ну, я и не добрая, и не злая. Ну, в меру требовательная. Мгм. То есть все-таки иногда Да, конечно же, в первую очередь это требование, то есть без этого мы никак. Мгм. но сейчас уже в угол не ставят, я насколько понимаю. А вот ну, у нас, например, говорили там, ну, вот встань, допустим, и стоя весь урок. Вот такое применяется наказание или что? Нет, конечно же, такое у нас сейчас не применяется. Мгм. А что тогда вот самое страшное наказание какое? Ай, самое страшное наказание. Мгм. М, Остаться без перемены. Перемену, потому что все очень любят, и чтобы сделал дело, гуляй смело. То есть, если они всю работу успевают выполнить на уроке, мгм, вот. Ну вот, кстати, насчет выполнения всей работы на уроке, а вот домашние задания. Это же, ну, в начальной школе, тем более, это же вот ты до ночи там эти аппликации клей, потом там эти шишки там найди, фартук с шеи, это же вот как это распределяется, эта нагрузка? А, И вот, ну, надо же понимать, что все равно, ну, не сможет ребенок сам сшить этот фартук. Так, ну, конечно, для домашнего задания в каждой школе есть локальные акты, вот где прописаны все нормы, требования. Мгм. Сейчас у меня вот как раз первый класс, да, и у нас домашних заданий нету, есть повторение, да, самое главное, повторение, мать учения, как мы говорим, то есть тот материал, который мы прошли на уроке, дети дома повторяют. Мгм. И все. И никаких стихов учить, аппликации клеить не И нужно. все остальные, да, творческие задания у нас рекомендательный характер несут. Мгм. А вот когда на дистанте домашние, ну, домашние задания, они же, по сути, бывают там же и оффлайн уроки, или у малышей все онлайн? Ну вот сейчас у нас в городе вышел приказ, поэтому в основном онлайн уроки, все основные предметы, да, а вот творческие уроки могут в оффлайне выполнить. Мгм. Вопрос Вот. такой про эмоциональное выгорание. Это вот для учителей актуальный вопрос. Вот Мгм. как вообще с этим справляться? Мгм. Вот, тем более учитель, он же, я думаю, тоже всегда на виду должен быть, да? Мгм. Всегда, ну Мгм. даже в магазин ты придешь, ты там, ну, не можешь себе позволить Мгм. ну, поругаться с продавщицей, Позиция. например, да, потому что, может быть, там вдруг Мгм. родители ученика или сами ученики, то есть, ну, учитель всем пример, там, вот такое. То есть как вот всегда держать лицо? Мгм. Кстати, как раз на встрече вот со студентами, да, когда мы ходили в пединститут, говорили о кодексе учителя, да, потому что сейчас как раз и время социальных сетей, да, то есть учитель, если открывает свои, да, соцсети, то, конечно же, он должен соблюдать кодекс, да, то есть не выкладывать, то есть нести ответственность, да, за то, что он публикует. Мгм. То есть не выкладывать фото в купальнике с отдыха, например. Ну да, в этом плане тоже. Да, потому что были же случаи, когда и увольняли даже учителей, ну вот скандалы были в сети, там, по-моему, учительницу английского, что ли, вот в прошлом году где-то в России уволили за, ну, просто фотографии с отдыха. Да, ну вот, конечно же, поэтому нужно вот придерживаться правил в социальных сетях. А насчет эмоционального выгорания, а, конечно же, это отдых на природе, потому что, общаясь с детьми, уходит очень много энергии, поэтому, чтобы ее восполнить, мы часто выезжаем на природу, любим путешествовать с семьей, заниматься творчеством. Я занимаюсь бисероплетением, вот, и делаю ловцы снов, даже проводила мастер-классы. Ну, то есть не только вот в школе, да, работа, а именно вот творчество, отдых, это все заряжает на новые достижения. Мгм. Слушайте, вот вы сказали, что с детьми тратится много энергии, а мне всегда казалось, что наоборот,
А учителя, они почему и так и выглядят всегда молодо, да, и такие они без возраста. То есть вот смотришь на учительницу, вот она как была какая, да, потом приходишь, там ребенка приводишь, учительница вроде не меняется. Вот, и мне всегда казалось, что наоборот, вы энергией от детей заряжаетесь, поэтому вот. Ну, у нас, конечно, такой взаимообмен. То есть и мы получаем энергию, и взамен отдаем ее. Вот. Вот вы сказали про подход к каждому ребенку, про то, что вот учитель это классная мама, самый близкий человек, которого идут со своими проблемами. А вот учителя порой бывают даже и хранителями секретов ведь детских, да, иногда ну, какие-то проблемы в семье, может быть, дети рассказывают учителю. Вот как вы с этим справляетесь? И, ну, там, если узнали, что, не дай бог, там ребенка бьют, или, я не знаю, там, отец пьет, ну, вот что-то такое. Вот в таких случаях что вы делаете? К психологу обращаетесь? Или как? Ну, быть учителем, конечно, не самое простое дело, потому что сталкиваешься с разными ситуациями, и очень важно грамотно на каждую ситуацию отреагировать. У нас у учителей есть определенный алгоритм при возникновении вот разных ситуаций, да, и если был выявлен какой-то факт, ну вот такой, да, в семье, то, конечно же, мы сообщаем социальным педагогам, администрации, психологам и проводим беседы с родителями. Но если, конечно же, подключаем всю социальную службу. Вот, то есть обязательно и родителей приглашаем на беседы, то есть выясняем, в чем причина, потому что бывает зачастую, да, вот кажется такая ситуация, да, а поговорив и с родителями, и с детьми, ну вот уже выстраиваем решение, да, возникшей ситуации. Иногда еще бывает то, что дети ну вот, по-разному воспринимают, да, поэтому иногда ну вот, могут... Ну, в общем, в каждом случае нужно индивидуально решать. Да, конечно, в индивидуальном порядке. А как вы считаете, когда вот у ребенка начинают уже проявляться способности? То есть, когда понятно уже, гуманитарий это или там будущий математик, потому что, ну, раньше, по крайней мере, была возможность сразу отдать там в школу с каким-то языковым уклоном или в школу, где сильная математика. Вот стоит ли это делать там, когда ребенку 6-7 лет, да, когда он в первый класс идет, или все-таки определяется уже позже? У нас в начальной школе профильных классов нету, да, ну вот как таковых. И начиная с 5 класса есть классы с углубленным изучением предметов. То есть отдельно математика, русский язык, биология, да, и другие. А профильные классы, да и зачастую к 5 классу дети сами не могут еще определиться. В основном это желание родителей, да, то есть вот мы математики, и пусть наш ребенок тоже идет. Или, допустим, мы все языковеды, и ребенок тоже пусть занимается, допустим, английский, да, вот. И дети в основном вот ведомые, да, родителями, вот куда родители скажут, туда они идут. А где в конце 9 класса, да, уже, конечно же, дети взрослеют, определяются, да, что им нравится, вот, и поэтому профильный класс у нас с 10 класса, ну вот в нашей школе. У нас, кроме, вот, есть много разных предметов, и в том числе 2 фирменных класса вот, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Это педагогический класс и медицинский. То есть к нам приходят преподаватели университета, и дети проходят, ну, вот, практику, поэтому очень здорово. Ну вот по малышам, вот вы же с начальными классами работаете, по ним уже понятно, вот больше к математике склонен ребенок или... Ну, или все может поменяться? Все может поменяться, да, потому что дети, конечно же, растут, постоянно меняются. Самое главное найти их увлечение, то есть водить на кружки, да, заниматься дополнительным образованием, внеурочной деятельностью, чтобы они именно нашли свое любимое дело. Тогда и им будет легче определиться
будущем профиле. Вот хотелось бы еще узнать ваше отношение к пятибалльной системе оценок, которая нам досталась в наследство от советских еще времен. Вот насколько она себя изжила, не изжила? Так, вот для начальной школы именно, я думаю, она еще подходит. Потому что и ученики наши, хотя в первом классе у нас оценки не ставятся, да, только со второго класса, второй четверти. Вот. Тем не менее, они уже ждут своих пятерок, вот, даже четверки. Вот. А более старшим, конечно же, там можно уже и на вот, 10-бальные предлагали, да? Вот. Ну, вот тем более, что сейчас же у нас вся школа — это подготовка к ЕГЭ, АГЭ и так далее, где вот эти вот ГИА, вот, и все-таки привычки-то формируются в начальной школе, вот, и даже в младшей школе иногда приходится сдавать экзамены. Вот насколько вообще малыши готовы к этим аттестациям, потому что вот эти там ВПР, весь на стрессе, что такое ВПР? То есть российская проверочная работа. Накрутили их, что вот насколько это вот вообще нужно, насколько они готовы морально к такому. Так, начиная вот с начальной школы, дети уже сталкиваются с ВПР. И здесь я хотела бы отметить больше переживания родителей, нежели детей, потому что дети, они вот видят настроение родителей, и если родители переживают, то они тоже начинают переживать. Поэтому самое главное, вот мой совет родителям, это создать атмосферу и родителям, и учителям доброжелательную атмосферу, то есть не запугивая, а наоборот придавая уверенность, что у тебя все получится, ты все сможешь, потому что это не, получается, не внезапная работа, да, а все-таки ведется подготовка в течение года, поэтому если детей настроить, то они, конечно же, успешно со всем справляются. А вот насколько кадровый вопрос стоит? То есть идут ли целеустремленные педагоги на работу? Или вот все-таки, ну, или такие программы поддержки, как земский учитель, например, да, вот, нужны ли они, нужно ли пропагандировать, идти в педагоги, или достаточно таких желающих? Я думаю, что учителям остаются именно те люди, да, которые нашли себя вот в этой профессии. Ну, то есть да? по призванию должно быть, да? Больше по призванию, потому что если это вот было случайно, допустим, на пару с подружкой, ну вот так, если поступает, то начиная уже именно работать, они понимают, что это не их, да, и, конечно же, уходят. Вот, поэтому это даже учительство, скорее всего, как образ жизни, потому что, вот как вы уже сказали, что действительно ты во всем должен быть примером. Даже выходя на улицу, ты можешь встретить и учеников, и родителей, поэтому нужно быть готовым. А насчет земский учитель, конечно, это большая возможность для молодых педагогов, да? Если они действительно нацелены остаться в этой профессии, то такая вот материальная поддержка очень даже неплохая. А вот дополнительные занятия и репетиторы, вот в последнее время это стало прям, ну вот уже настолько модным и неотъемлемым, что если раньше считалось, что репетитор нужен настоящему ученику, сейчас репетиторов наоборот нанимают тем, кто хочет лучше сдать экзамен, там, поступить куда-то, да, это уже не считается не то, что не зазорным, а считается прям, ну, обязательным, да, то есть дурной тон, если ты ребенку репетитора не можешь позволить. Вот насколько это вообще нужно и в идеале должен ли ребенок без репетиторов обходиться или нет? Здесь еще важна цель, да, то есть для чего это. Если получается подготовка, в основном репетиторами занимаются старшеклассники, да, то есть при подготовке целенаправленно в какой-то вуз, потому что они понимают, что вот от баллов, да, зависит именно их поступление. Поэтому, чтобы лучше подготовиться, они занимаются с репетиторами. А в средней, конечно же, в начальной школе, я думаю... Ну вот даже в начальной школе теперь бывают репетиторы, уже прям не секрет.
Ну, да, конечно же, но здесь это выбор родителей. Конечно, если они хотят, чтобы их ребенок вот... Или, может, с дистанционным старался. образованием стало вот это вот больше, потому что не справляются родители? Ну вот, учитель, конечно, всегда, видя, да, допустим, какие-то сложности, всегда помогает, да, разговаривает с родителями. Мгм. Вот. Но репетитор, я думаю, это выбор все-таки родителей. Мгм. Ну, то есть не обязательно, можно и без них обойтись. Да, да, да. Сейчас, кстати, очень много вот плюсы, да, дистанционного обучения, очень много учебных платформ. Да, если есть возможности, то, конечно же, можно заниматься самим. Мгм. Ну что ж, у нас Полностью. время программы уже подошло к концу. Я Да? благодарю вас за интересную беседу. Сегодня мы со зрителями телеканала «Якутия-24» узнали много нового. Я напомню, что сегодняшний выпуск мы подготовили при помощи наших коллег из Центра управления регионом, которые отобрали нам самые актуальные вопросы из социальных сетей на тему программы. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.